Есть у нас предложение расширения на введение проекта закона. Так, в статье 46 Конституции Республики предлагает изложить в следующей редакции. Государственными языками Республики Саха-Якутия является язык Сака как язык государствообразующего народа. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа. У вас неизбежно возникает вопрос, а тогда какие языки других народов? Республики, которые в соответствии со статьей 5 Конституции Основного закона в скобках являются государствами, признаны конституционно, вправе устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик. Они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Что у нас реализовано в Республике Саха-Якутия на нашем примере. В соответствии с этим, эта статья, которая предлагается в данной редакции, наоборот, я считаю, дает потенциал для развития основного закона и Конституции нашей республики. Ведь мы там тоже не упоминаем о якутском языке. Почему вдруг якутский язык стал вторым государственным языком, а не, допустим, эвенский или эвенкийский или чукотский? Мы же там в Конституции, в основном законе тоже выступаем от имени многонационального народа Республики Саха-Якутия. Соответствующее толкование в позапрошлом году только дал нам более-менее Конституционный суд Республики Саха-Якутия. И вот я считаю, что наоборот эта норма в принципе дает нам основание и потенциал для укрепления государственного статуса, допустим, якутского языка. Просто удивительно.